В 4 залах Национального музея Республики Башкортостан разместилась выставка, где можно познакомиться со всем многообразием нашей культуры. Выставка «Эпическое наследие народов Евразии» дает старт году культурного наследия народов России в Башкортостане. Это значит, что будет много подобных выставок на протяжении всего года. Здесь представлены эпосы всех народов Евразии. Традиционные эпосы считаются первоисточниками, откуда мы черпаем знания по культуре, философии, традициям народов. Очень важно эти знания сохранять, передавать из поколения в поколение, изучать и исследовать. Основная часть выставки – это предметы декоративно-прикладного искусства башкирского народа и народов России. Что-то из этого создают наши современники. Вот, например, художник Амир Миневалиевич Мазитов создал эти картины. Амир Миневалиевич, расскажите про ваши работы, которые выставлены на выставке. Да, вот я очень долго писал эти картины, в течение аж 10 лет, потому что они такие фактурные, рельефные. А почему художники так долго пишут свои работы? Ну, я вот пишу долго, потому что, наверное, как говорят искусствоведы, в моих работах такая, как говорят итальянцы, импасто, то есть пастозная такая, фактурная, текстурная, то есть очень шероховатая. Некоторые художники пишут, и поверхность у них гладкая. У меня вот такая, прямо как земля, как камень, проходит больше года. Иногда даже 2-3 года, пока первый слой высыхает. Потом художник накладывает второй слой, рисунок. В первой работе я постарался показать, как сказано в великом эпосе Урал-Батыр, связь природы и Урала-Батыра, и его отца Янберде. Старался показать, как это большая голова льва, это символ природы, символ их единства. И из головы льва как бы произрастает через метафору голова отца Урал-Батыра. Во второй работе я постарался показать ассоциацию с древнейшим мировым эпосом Гильгамеш. А почему вы заинтересовались такой темой? Ну, тема потому что вечная. Вот все художники серьезные стараются обращаться к вечным истинам, к вечным темам. Любое народное сказание, народные песни, эпос, былина, сказки для детей – это все на грани с такой вечностью. Здесь и картины, и костюмы, и ковры, и даже мультфильмы показывают те, в основе сюжета которых национальные эпосы. Такая выставка говорит о многом. Эпос жив спустя столько веков и будет жить вечно, пока живет тот народ, который его сотворил. Этот выставочный проект должен в будущем стать основой для других проектов в сфере изучения народной культуры. Кстати, билеты можно приобрести по Пушкинской карте. Этот проект поможет не потерять связь с корнями и узнать, чем богат наш народ. Камила Бакирова, Руслан Бигбаев, специально для Горы новостей.